Добрый день, на телеканале Юрган. Специальный выпуск программы «Время новостей» в студии Егор Ильченко. Коми отмечает юбилей. Нашей республике исполнилось 95 лет. Праздничные мероприятия по этому случаю стартовали еще накануне. С круглой датой жителей региона поздравил и временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов. Дорогие друзья, в этом году Республика Коми отмечает 95-летие. Поздравляю с этим замечательным событием всех жителей и гостей нашего региона. По человеческим меркам 9,5 десятилетий – это целая эпоха. В Республике Коми есть чем гордиться. Достойное культурно-историческое наследие, богатейшие природные ресурсы, девственные леса, чистые реки и озера, где водятся редкие виды птицы, животных, рыб и растений. Развитая промышленность, научно-экономический, а главное – человеческий потенциал. Наша земля богата талантами. Республика дала России и миру немало известных ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры. И сегодня в нашем регионе живут трудолюбивые, талантливые, энергичные люди, искренне любящие свою землю, патриотично настроенные и готовые очень много работать ради ее настоящего и будущего. От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия. Успеха и процветания нашей любимой республики. Пусть с каждым годом она становится все краше, ярче и богаче. С праздником, дорогие друзья! Программа торжеств насыщенная и разнообразная. Власти Коми постарались сделать так, чтобы жителям республики нынешний праздник запомнился надолго. Так, одним из центральных событий дня сегодняшнего стал салон малой региональной авиации «Авиарегион-2016». Его республика принимает впервые. Выставка собрала огромное количество зрителей. Очередь в аэропорт растянулась на несколько сотен метров. Причем желающие увидеть наземную экспозицию и авиашоу начали приходить еще в 9 утра. Кто организованными группами, а кто и семьями. В церемонии торжественного открытия приняли участие руководитель региона Сергей Гапликов, министр транспорта России Максим Соколов, президент Авиасоюза Алексей Новиков. Изюминкой официальной части стало поздравление с Днем Республики от космонавтов Международной космической станции. Они вышли на прямую связь прямо с орбиты. Уважаемые жители Республики Коми, поздравляем вас с 95-летием со дня образования Республики. Желаем успеха и процветания Республики Коми. Она удивительно красивая, как и вся наша земля. Знали бы вы, в каких потрясающе красивых, белых, зеленых и синих цветах она предстает с борта космической станции. Именно эти цвета – цвета флага Республики Коми. Сразу после торжественного открытия первые на сегодняшний день полеты совершили пилотажные группы «Русь» и «Челавия». На одном из штурмовиков Ил-39 летал и Сергей Гапликов. Эти самолеты участвуют в экспозиции наряду с другой техникой. В основном на выставке представлены воздушные суда региональной авиакомпании «Коми Авиатранс», Ил-410 и «Эмбраеры». Причем у посетителей есть возможность побывать в кабине пилотов, посмотреть, как там все устроено, и пообщаться с самими пилотами. Здесь же окрашены в исторические цвета Ту-134, который уже не летает, он скорее памятник Коми авиации. Еще один интересный экспонат – ремоторизированный Ан-2, сейчас он называется ТВС-2МС. Он прилетел на наш авиасалон из Новосибирска. По словам специалистов, это самолет уникальной конфигурации с санитарным модулем, аналогов в России которому нет. В прошлом году был на московском авиасалоне, тут, конечно, масштаб другой. Ну, в целом интересно. Ну, просто линейку летательных аппаратов можно было, я думаю, увеличить, по республике собрать. Просто у нас много чего летает другого, разных типов. Можно было сделать побольше. Вот. А так, для детей очень интересно. Они полазали там, сям, посмотрели, потрогали. Напомним, авиасалон работает в течение 2 дней, 20 и 21 августа с 10 до 18 часов. Вход свободный, документы у посетителей не проверяют, но необходимо пройти через рамки металлодетекторов, поэтому горожанам советуют приходить налегке, брать с собой поменьше вещей и сумок. Итак, авиасалон будет работать 2 дня. Сегодня в 11 утра над аэропортом Сыктывкар фигуры высшего пилотажа выполнили группы «Челавия» и уже известная жителям республики по Дню Победы группа «Русь». А в 16 часов летной программы можно будет полюбоваться еще и в районе Кировского парка. 21 августа в воскресенье пилотажные группы выступят по такому же графику. Организаторы рассчитали и лучшие точки просмотра. В выгодном положении окажутся жители местечка Лесозавод и те, кто будет наблюдать за воздушным шоу с улицы Колхозной.
колхозная. Посмотреть на виртуозов после обеда получится у тех, кто окажется в районе улиц Тентюковская, Кирова и Савина. К слову, судя по прогнозу синоптиков, осадки не помешают грандиозному празднику в небе. Праздничная программа сегодня довольно обширная. В Сыктывкаре уже работает сельскохозяйственная ярмарка. Свои товары на ней представили аграрии республики и гости из других регионов. Ассортимент оценила Таисия Шляхтина. Горожане, граждане, господа, товарищи, как на одесском приводе, подходим сюда. На праздничной ярмарке «Выбирай наше» сегодня и впрямь как на одесском привозе. Зазывают к своим палаткам кто как может. Торговля кипит. Здесь и местные аграрии, и приезжие умельцы. Самый многочисленный ряд, как обычно, со съестным. Причем покупателям тут торговаться разрешается. Праздник все-таки. Если бы скинули, 90% желаем. Не по карману. Да, не по карману. О, давайте второй подарок. Это хорошая ярмарка. А эта палатка подкупает свежим урожаем. Людмила из Юрова из Карткировского района привезла около 1,5 тонн свежей картошки. Выкопали ее на этой неделе. Всего в год фермер производит порядка 170 тонн картофеля и 40 тонн овощей. Продукцию реализует в основном на ярмарках выходного дня. День торговый только начался. Сколько сможем продать? Надеемся, продадим все, что привезли. Привезли по максимуму. Ну, в основном тут еще и что? Народу очень много ходит, и идет еще и реклама нашей продукции. Немало на ярмарке производителей из других регионов. Надежда Алексеева привезла мед из Краснодарского края. 30 наименований разделила по полезным свойствам. Мед из акации для зрения, из цветка грецкого ореха для сосудов и сердца. Говорит, южный мед и северный сильно отличаются. Разнообразием отличаются. Все-таки у нас-то зимы все время тепло, пчела как бы обножку собирает. Практически круглый год. Просто ассортимент? Конечно. Южный мед богаче ассортимента. Очень много приезжих участников у нас, практически с 20 разных регионов, областей. Местных участников у нас порядка 50 человек, присутствует, экспонентов. По возможности мы сосредоточили их в одном месте, чтобы покупателям было удобнее выбирать нашу продукцию, нашу. И также, конечно, можно попробовать и приобрести продукты, товары из других регионов. Организаторы разделили участников по перечню продукции. Продуктовый ряд, ряд с сувенирами и посадочным материалом и ряд с текстилем. Среди прочих выделяется большая палатка одного из крупнейших производителей текстиля в Коми. Предприятие шьет все, что создает уют уже 13 лет. Причем сеть магазинов постоянно расширяется, как, впрочем, и ассортимент. Продавцы говорят, покупателей хватает, но лишний стимул здесь не помешает. При покупке на 2000 будем выдавать призы покупателям. Призы шикарные. Покрывала. Это будут подушки коллекции «Здоровье Севера» и бескаркасные кресла, большие мячи, интересные вещи для детей. Торговля будет идти на протяжении 2 дней. 22 августа некоторые виды продукции будут представлены в мобильных павильонах на Степановской площади. Таисия Шляхтина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар. А потенциал всех муниципалитетов Коми и различных предприятий могли оценить посетители выставки достижений народного хозяйства. Она проходила на территории торгового центра «Июнь». Там работало несколько тематических площадок. На каждой проходили мастер-классы, презентации и интерактивные лекции. На отраслевой секции, например, были представлены 3D-модель тепличного комплекса в Емве, уменьшенные копии различных предприятий региона. А в качестве сувениров посетители выставки получили мини-бочонки с нефтью. Республика тем временем продолжает получать поздравления с юбилеем. Накануне Коми получала телеграмму от президента России. На торжественном концерте в Театре оперы и балета ее зачитал недавно назначенный полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Как отметил в поздравлении Владимир Путин, цитата, «У республики есть огромный потенциал, но все эти богатства должны служить людям. Для этого надо воплощать инвестиционные проекты в различных сферах, строительной, дорожной, жилищной, но при этом учитывать традиции и самобытность края». Конец цитаты. Важно уделять особое приоритетное внимание сохранению уникальной северной природы, самобытной культуры, обычаев и традиций коренных народов Республики Коми. Желаю вам успехов на благо ее региона и всей России. Владимир Владимирович Путин. Поздравил жителей Коми также бывший полпред президента на Северо-Западе, а ныне глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Поздравительную телеграмму в адрес Сергея Гапликова сегодня отправил и патриарх Московский всея Руси Кирилл.